Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать, не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Давай еще оркестр. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Спасибо, что пришли. До новых встреч. До свидания. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Ну, наконец-то с вами встретились. Мы очень рады вас приветствовать сегодня. Спасибо, что пришли. И мы долго думали, с чего начать концерт, и очень много спорили и с режиссером, и с Индирой Ильдусовной. Вот, и мы что-то предлагали, ну, что-то такое, что-то другое, такое более классическое, но потом они говорят, ну, все-таки первый день зимы, и все-таки это ощущение Нового года, уже горят елки на витринах, и не только, поэтому мы решили спеть вот такой, знаете, песню с запахом оливье. И, ну и, конечно же, хотелось несколько песен в начале посвятить именно зиме, Новому году, снегу. И следующее произведение называется «Не было зимы». Немного вернемся просто в детство. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, в этом нет секрета, от жары устали б мы, надоело б лето, не пришла бы к нам метель на денек хотя бы, и снегирь не сел на ель, кабы, 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 и снегирь не сел на ель, кабы, кабы, кабы.
Кабы не было зимы, а все время лето, мы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы. Лед на речке мне замерз, кабы, кабы, кабы. Лед на речке мне замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах веселых, никогда б не знали мы этих дней веселых. Это мы, называется, попытались немного, так сказать, вот это вот разрядить. Распеться, да-да. Да-да-да, распеться немного. Ну, все-таки зимняя тема, наверное, продолжается, да? Наверное. Да, попоем. Концерт сегодня такой у Да, нас. он сегодня у нас очень лайтовый, мы к нему, если честно, даже не готовились. Да, мы не знаем даже, что Потому что у нас не было возможности даже толком и встретиться. Да и то, что концертов давно не было. Да-да-да, и мы немного очень сильно забыли. волнуемся, Да-да-да. на самом деле. Да, и мы просто забыли, как Спасибо. это петь вместе с вами. Поэтому, я думаю, нас мало, но мы в тельняшках, да? Ура! Давайте петь. Оп! В зимнем парке тополя так грустны, липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, колесе, колесе. А теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, я кричу. И одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. В зимнем парке так бело, словно парк мою любовь замело. Дискобол, грустя в снегу, так увяз. Танцплощадке под снежком снится вальс. И как будто позабыл Я про все. только черт заводит снова колесо, колесо, колесо. И летит твое лицо. Но я лечу с тобой снова, я лечу. И одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу.
Кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Спасибо. Человек-оркестр Индира Садулина. Спасибо. Переходим на сольные песни плавно. Улица моя лиственная, взгляды у людей пристальные. Стать бы нам чуть-чуть искреннее, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань добрее меня, стань ласковей. Прошу, стань добрее меня, стань ласковей. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные, нам не жить друг без друга. Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань добрей ко мне, стань ласковей. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань добрей ко мне, стань ласковей. Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга. Нам не жить друг без друга. Нам не жить друг без друга. Спасибо. Вадим Закиев, Индира Садулина. Дорогие друзья, мы вот всегда с таким неким трепетом
с волнением, в то же время с огромной радостью относимся к национальному репертуару, к национальным песням. С удовольствием всегда их стараемся исполнять. Кстати, я хочу, чтобы поаплодировали Рамису Хакимову. Это баянист, шикарнейший баянист Республики Башкортостан и в целом в России. Он может сыграть все, что угодно, когда угодно. Даже вот ночью его разбудить, он сыграет все, что угодно в любой тональности. И не только на баяне, да? Сейчас мы споем одну песню. Многие, наверное, узнают эту песню. Подпевайте. Мы вчера только решили ее, кстати, для вас спеть. Попробуем. Ай, был-былым, вай, был-былым, ақ үйдің тауышы. Ай, был-былым, вай, был-былым, ақ үйдің тауышы. Тоңылдынан сүт иті андуғастар тауышы. Тоңылдынан сүт иті андуғастар тауышы. Ай, былы-былым, ай, былы-былым, оны хайрат алдарға. Ай, былы-былым, ай, былы-былым, оны хайрат алдарға. Үйнің хақта сірдәрімді асамы ханды астарға. Үйнің хақта сірдәрімді асамы ханды астарға. Ай, былы-былым, оны хайрат алдарға. Ай, былы-былым, оны хайрат алдарға. Таңдарата үділі-өдәк, ерлатала илата. Таңдарата үділі-өдәк, ерлатала илата. Ай, был-былым, ай, был-былым, ақ үйдіңді тоңыта. Ай, был-былым, ай, был-былым, ақ үйдіңді yırlatala yıllata. Tаңдарата үділәудәк, yırlatala yıllata. Tаңдарата үділәудәк, yırlatala yıllata. Tаңдарата үділәудәк, yıllатала yıрлата. Рамис Хакимов. Зур-рахмат. Спасибо. Ты можешь посидеть. Вадим? Здрасте. Ну так вот, сейчас прозвучит песня, она миллионы раз исполнялась, но под рояль она не, наверное, исполнялась только пару раз, и то где-нибудь в Екатеринбурге, наверное, да, ведь? И вообще эта песня переломила, ну как сказать, изменила мою жизнь. Я ее спел, наверное, в странах 15, наверное, эту песню. И
каждый как бы период своей жизни посвящаю разному. И эта песня Салавата Низамеддинова. И как-то я был студентом, где-то... я только-только поступил в училище искусств, я не знал, что можно учиться пению. И пришел, совсем молодой, совсем не знающий ни композиторов, ни музыки и ничего. И один раз, то есть я как бы учился очень хорошо, пел на всяких госэкзаменах. И как-то заходит в нашу комнату мой друг и говорит: тебя там зовет Салават Низамеддинов. Я говорю: а кто это? Иди. Я спускаюсь вниз, и меня ждет старичок, слепой, в обычной куртке. Он меня берет под руку. Ты пойдем, говорит, погуляем. Я думаю, кто это? Я даже представления не имею, представляете? И мы шли по парку, и он мне очень много рассказывал о музыке, о голосе. А у меня все время было в голове, кто это такой, что я ему должен отвечать, почему мы с ним вместе гуляем, почему его кто-то знает, а я его не знаю. И вот так вот мы гуляли. И потом, но его музыку я знал, понимаете? То есть я пел какое-то его произведение, как-то так получилось, понимаете, что я пел его произведение, но как он выглядит, даже не знал об этом. Юнец еще откуда там, 16 лет. И вот, и когда я с ним погулял, он меня проводил, он мне пожелал удачи, он сказал, что с удовольствием дам тебе какую-то песню, ты ее споешь, вот лично для тебя напишу. Мне уже в то время, наверное, было 17, в 17 лет, представляете? И мне говорят, это Салават Низамеддинов, ты поешь его песню, вот это «Эткейем». Я был в таком шоке, мне так хотелось догнать его, извиниться перед ним и поговорить с ним еще 2 часа, потому что у меня было столько вопросов к нему. И с тех пор я выучил эту песню, которая сейчас прозвучит. Это было, наверное, где-то в 2014 году, может быть. Я ее с удовольствием пел. Это был, наверное, или 12 или 13. Он еще был жив. И он позвал меня на свой концерт спеть его произведение. Я с таким, рвением учил это новое произведение. И за день до концерта я страшно заболеваю просто бронхитом, просто махровым. Я так и не смог спеть для него. Он никогда меня не слышал вживую, представляете? Никогда не слышал. Но его песни, они так укоренились уже в моей генетике, в голове, что я не представляю вообще башкирскую музыку без него. Она просто нереальна, она просто невозможна. Поэтому следующее произведение я хочу посвятить именно ему, Салавату Низамеддинову, Кузнурам. Sen uğran yoluna, min uğrayman, izlerine tügem göz nuru. Sen sulağan yazlarını sulayman, Qaydağına üze Küzün uğrun Qaydağına üze Qaydağına üze Küzün Elgen tağla min suyaram Birlerge koyam göz nura Sin sürgen jirgemin suyla Qaydağına üze Küzün uğrun
mergene anlar hislerimle tınıklansa yaktı güz nuru şiller günas yaşaşlar Dağına üzey güzün urem Fayda dağına üzey Koy dağına üzey И вот без этих рук эта песня, конечно, невозможна. Это мне. Как приятно. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Ну так что, все-таки Новый год, да, скоро. Все-таки надо как-то возвращаться в эту... Да-да. Знаете, дорогие друзья, я вам честно скажу, мы не готовились. Вот сейчас будет программа, которая, она просто экспромт. И вот здесь стоит микрофон, вот вы видите, да, его? Если у вас возникнут какие-то вопросы... Или подпеть хотите, встаем, поем. Вот это опасно, Ильшат выключит этот микрофон сразу. Поэтому я вас... Прошу, мы так соскучились по разговорам, по общению, поэтому подходите, спрашивайте, поговорите, пишите записки, кричите с места. Мы только рады будем пообщаться, поговорить, потому что очень много есть что рассказать. И сами сомасос. Вот так вот. Вы взяли пример? Но только не во время песни, а вот между. Это сейчас было замечательно. Это очень хороший пример. Поэтому я вас прошу, подходите, говорите. Можете вообще подняться на сцену без проблем. Мы с удовольствием вам ее, так сказать, предоставим, да. Мы уйдем, а он останется. Да-да-да. Так, ну что? Так, мой букет. Какая у нас следующая песня? И знаете что? Все-таки песня называется, вот здесь, наверное, не видно, вот из-за этого, но там, ой, песня говорю. Концерт называется «Близкие люди». И вот сегодня на самом деле самые близкие люди, и мы так рады этому и счастливы, которые знают наш репертуар, могут нам подпеть, смотрят нам в глаза. Мы этому очень сильно рады. И здесь очень много наших друзей, наши жены здесь, даже наши мамы тут, слава богу, даже наши педагоги, я вот слышу там, да, народный артист Республики Башкортостан Вахид Хызыров. Он даже, я не знал, что вы будете. Вот это все наш педагог, он нас научил, вы понимаете? Он научил нас любить зал, любить людей, любить нашего зрителя, пинком открывать сцену. Но это не значит, что не уважать, а имеется в виду идти храбро, целеустремленно и с удовольствием. Да, и зная, куда ты идешь. Поэтому вам огромное спасибо, Вахид Гарибаевич. Вот, но в Академии искусств у нас, конечно же, уже были как бы другие педагоги, но, наверное, к сожалению, их, наверное, с нами нету сейчас, в зале, потому что все-таки и ковид, и они уже в возрасте, и поэтому мы даже, как-то не стали предупреждать, потому что, мало ли что, все-таки люди возрастные. Вот, и сейчас мы хотим спеть песню. Я хочу посвятить ее не только жизни, но и нашим друзьям, с которыми мы очень часто собираемся. Наверное, многие видели в Инстаграме, у меня новое кресло подарили мне друзья. Видел кто-нибудь? Такое, да, шикарное кресло. Это мы были. Да, это были вот наши друзья. И это у нас есть такая группа, называется «Кавалергаты». Там настоящие джентльмены, настоящие мужчины, друзья. И мы хотим песню посвятить им, хотя они эту песню даже, кстати, не знают. Но слова как-то все-таки
прямо норовят. Смотри, на какое милое лицо Жени, а? Сразу как заломался. Я просто без очков, поэтому не вижу. И песня называется «Уже прошло лет 30». Уже прошло лет 30 после детства, уже душою все труднее раздеться, уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, и молодости листья не сулят. И молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки как куклы заводные. И Моцарта усмешка все слышней. Уже уходят за полночь соседи. Не выпито вино и торт не съеден. И мусор выносить иду в кашне. И мусор выносить иду в кашне. В дом наш как-то туча забрела, и стекла, со стекла мы свои дожди переживем. Я да ты вдвоем. Уже прошло лет 20 после школы, и мир моих друзей уже не молод. Не обошли нас беды стороной, но ночь темна, а день, как прежде, светел. Растут у нас и вырастают дети. Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. Уже прошло лет 10 после свадеб, уже не мчимся в гости на ночь глядя. И бабушек приходим навестить на день рождения раз, и раз день смерти. А в третий раз, когда сжимает сердце желание внучатами побыть, желание внучатами побыть. В дом наш как-то туча забрела, и стекла, со стекла мы свои дожди переживем. Я да ты вдвоем. Уже прошло полжизни после свадеб. Друзья, не расходитесь, Бога ради. Уже нам в семьях не до перемен, и пусть порой бывает очень туго, но все же попривыкли мы друг к другу. Оставим мель помене горечь сцен. Давайте не стесняться старых стен. Дом наш как-то туча забрела, и стекла, со стекла мы свои дожди переживем. Я да ты вдвоем. Мы свои дожди переживем. Я да ты вдвоем. Я да ты вдвоем.
я да ты. Вдвоем. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ну и в этом зале тоже присутствуют наши друзья, которые на передовой. Наши друзья-врачи, доктора, медсестры. Как я называю Альфию Гутову, наш родной доктор. Да, Альфюш, ты здесь? Молодец. Не болей. Ну и не только. Здесь очень много наших друзей. И для них все-таки вторая песня Розенбаума, которая называется «Утки». И очень часто ее посвящают врачам. «Утки». В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разжирели, утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Поохочусь, с ветерком по нотам прокачусь и сыграю, если я еще на что-то годен, и спою вам, если я еще на что-нибудь сгожусь. Я помню давно, учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать. Я им помашу рукой. Не жалею, что живое часто как придется, так и ныне. И сыграю, если я еще на что-то годен. Или не годен, и спою вам. Если я еще на что-нибудь скажу. А так поскучаем, чтобы радостней была минута нашей встречи. Она уже не за горой. Вновь весною из полета возвратятся утки, стосковавшись по озерам с голубой водой. Я помню давно, учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать. Я им помашу рукой. Как когда-то за лесой гонялся быстрый кречет, так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, ребята. А вернется, значит, будем жить. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. Я помню давно, учили меня отец мой и мать.
Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Летать так летать, я им помашу рукой. Спасибо большое. Да, Спасибо. сейчас вы знаете, так как вы все еще к микрофону не выходите, Кстати, да. Будем Смелее. вызывать по одному. будем вызывать по одному. Знаете, мне уже даже... Что? Это список, так сказать, провинившихся там. Нет, это просто анализы, вот только что Альфия принесла, хочу посмотреть. Все нормально. Да, у меня есть брат родной. Рустам его зовут. А, вот оно. Сейфудинов. Рустам Абый. Рустам Абый. Абзы. Агай. Это не помню. Это кто сейчас сказал? Таким. Это тоже наш человек, да. Ну так вот, и я бы хотел его позвать спеть одну песню, которую мы очень редко исполняем на концертах. Она была исполнена, если честно, только один раз в 2015 году. Вот, но в таком составе еще ни разу. И песня называется «Ямщик». Рустик, ты где? Я говорю, ты не идешь. Рустам Сайфудинов, вот микрофон. Вот твой микрофон. А, ты прям решил, он решил через Бишбуляк пойти. Ну, у него опыт, есть сцены, зала, да. Ему надо, видишь, Похлопаем. он должен весь пройти, показать себя должен. Нет, ты сюда иди, кот пошел. Рустам Сайфудинов. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Ты что, слова забыл? А это от волнения, дорогой мой От друг. волнения? Конечно. Всё, смотри, я тебе буду подсказывать в следующий раз. Давай. Ну что ж, Ямщик? Ямщик. Поехали. Все знают, наверное, песню «Степь да степь кругом». Да? А, вот, да. Есть же да, тут степь русскоязычные кругом, люди, да. да, надо объяснить сразу. Да. Есть песня. Вот у кого получится сейчас спеть? Не у меня точно. Нет, Вадим, точно? степь да степь кругом, путь далек лежит. Ну, все знаете, да? Вот. А А есть прямо Дословно. дословный перевод на татарский язык. Да. Ну и мелодия немного изменена. Давай, Рустик, встань в центре, пожалуйста. Можно, да? Нужно. Ямщик. Киң сахраларда вак-вак кар ява, ямщикнең аты моңаеп бара. Үләр алдыннан сизә үләсен, чакыра янына якын иптәшен. Иптәшкәем мин үләм инде, киң сахраларда җирләрсең минне. Иптәшкәем мин үләм инде, киң сахраларда җирләрсең минне. Ey atlarımda bir etkeyime Sığlı selime Ey tenkeyime Ey tkeleleme Yine kütmesin Türmüş iterge Başka lezlesin Hiç keleme Yine kütmesin Tırmış iterge Başka lezlesin Şolay dedi de
bitta so'zlari Yumildi ona sirli ko'zlari keng sahralarda vaq vaq qor yog'ar. Рустам Сайфудинов. Группа «Премьер». Рамис Хакимов. Вадим Закеев. Агис Ханов. Молодец, Агис, вот сейчас было просто гениально. Так, ты так классно уходил. Да, прям вот твой уход, заход, это главное. Я еще, кстати, хочу, я просто почему, я кое-что вспомнил, этот, так сказать, факт, ну, это с этой песни. Единственный раз, когда моя жена меня не очень любит слушать, когда я там что-то пою дома, она меня никогда не просит об этом. Видать, уже задолбал по этому поводу. Но, когда мы с ней только встречались, единственный раз в жизни мы стояли на остановке, было холодно-холодно. Мы были еще студентами. И она, мы с ней обнялись на остановке, она говорит: спой мне на ушко, ямщик. Да, и мы с ней танцевали на остановке вдвоем ночью при холоде, я ей пел в ухо эту песню. Да. Да, Ксюш, ты вообще в зале? Да, она вот в той где-то стороне, да? Мы с ней вчера поругались. Мне надо было вспомнить эту Но я историю. думаю, что вы сегодня помиритесь Да, сегодня мы обязательно. помним 2 раза. Давай. Ну а сейчас тоже хочется вспомнить песню, которую пел самый первый, это Рустам. Татарская песня Рафаэля Игдеева называется «Я матурам». Давай. Неожиданно. Айдай. Давай, Рамис, прям рви. Заздрав! Хыянәтең булса ялгыш, түзәрмен үлмәмендер. Мөхәббәтең булса ялган, сөялми сүнәрмендер. Я матурым, яшермә син, яшермә күзләреңне. Ишешамый минсез генә диңгезләр гизәреңне. Я матурым, яшермә син, яшермә күзләреңне. Ишешамый минсез генә диңгезләр гизәреңне. Күтәр шоя карашыңны, шаярдык булды җитәр. Сөяр чакны сөйми калсак, гомерләр зая үтәр. Я матурым, яшермә син, яшермә күзләреңне. Ишешамый минсез генә диңгезләр гизәреңне. Я матурым, яшермә син, яшермә күзләреңне. Ишешамый минсез генә диңгезләр гизәреңне. Aralardan şil uzmasın, bir kulağını şivere. Mühabbet bulsun alamız, yayılmayışı güzelle. Ya maturum, yaşırmə sin, yaşırmə күзләреңне. Ишешамый минсез генә диңгезләр гизәреңне. Я матурым, яшермә син, яшермә күзләреңне. Ишешамый минсез генә диңгезләр гизәреңне. Я матурым, яшермә син, яшермә күзләреңне. Ишешамый минсез генә диңгезләр гизәреңне. Ишешамый минсез генә диңгезләр гизәреңне. Диңгезләр гизәреңне. Диңгезләр Хей! Все? Нет. Не отпускаешь пока еще? Нет, пока не Ладно, отпускаю. мы здесь Тебе уже пока. цветы несут. Ой, господи.
Ой, здравствуйте. Какой песни не могу. Спасибо огромное. Спасибо, даже мне... Аплодисменты, давайте, аплодисменты, Рустам Сайфутдинов. Это Зульфия, кстати, вот любовь до гроба. Да. Рамис, в зубы возьми пока. Ну и, знаете, а ну-ка, раз, два, три. Раз, два, три. У тебя лучше, по-моему. Нет, вот так настройте, пожалуйста. Как этот. Да. Следующая песня, мы ее тоже не исполняли на концерте еще ни разу, только на каких-нибудь посиделках. Кстати, Альмира здесь, мама здесь? Да, здесь, вон они там сидят. Вон, руки Вот подняли. это моя тетя. А можно я про тетю расскажу? Ладно. Ильшат, можно про тетю рассказать? Ты потом вырежешь, у нас просто здесь 7 камер нас снимают, но вы потом вырежете, ладно? Я не могу ее просто не рассказать. Короче, моя тетя, это человек-огонь. Это просто вот, это человек, у которого вот сердцебиение же есть вот такое, да? Вот она вот то вниз, то вверх, она просто, это невозможно описать. Ну так вот, я рассказываю. Мы приезжаем к ней в деревню. Это было давно, лет 5 назад. Мы приезжаем, и она нас не видит еще, как бы из-за ворот. И мы так из-за ворот смотрим. А она, здесь, наверное, ну как бы по-татарски, наверное, не все понимают, но я все равно как бы... Она стоит к нам как бы попой и моет картошку, только-только выкопали, и моет в воде, вот это по щераксу, да, вот эта вот грязная вода, моет картошку, и нас еще не видит, мы за ней наблюдаем. Подбегает ее внук, сейчас он уже вот такой вот выше меня, но он подбегает, он еще маленький был совсем. И туда бармак на тыга, понимаете, да? Да, палец на туда стоит. Ну а при этом просто представьте, вот зарисовку, вот глаза закройте, деревня, лето, Голубое птички, небо, птички поют, облака идеально просто. проплывают. И она такая, чем так поет, такая, прям рахатляным сыздром. И просто идиллия деревенская. И он туда палец сует, и она такая, так, блядь! А дальше продолжаем. И дальше. Это моя тетя Альмира. Это просто аплодисменты. Это человек, который может поднять с колен Россию просто. Ну так вот, и они очень любят одну песню, мы очень часто ее поем на наших посиделках. И называется она «Чайхана». Специально для вас, Альмирапа. Давай вместе. Вы теперь звезда, кстати, можете автографы раздавать. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, Что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Хоть бывает здесь и тесно, чайхана ты чудо-рай. чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай. Вместе. Чайхана, чайхана, Чай,
вместе. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без Все, я закачаюсь, отпускай меня, друг. Рустам Сайфудинов. Группа «Премьер». Друзья, спасибо большое, Рамис, брат. Спасибо. Я там вот сижу там, улыбайся мне почаще. Кстати, это тот человек, который меня воспитал, потому что родители были заняты в 90-е. Да ладно ты, сколько можно уже. Я, кстати, сожалею, что я тебя бил. Вот сейчас смотрю, нормальный парень, оказывается. Но, а как он меня бил? Ну так вот. Ага, записки пришли, господи. Здравствуйте, здравствуйте. Еще маску одела, как будто вчера не целовались, господи. Так, вы классные, спойте «Браво» на темный ряд домов. О, господи, раз уж тут на сцене все песни с посиделок с 10-летней давности. Тебе же 23, да, Шура? Если я не путаю. В 13 лет мы тебе пели эту песню, я помню. Это Шура, кстати, лауреат просто всех всевозможных конкурсов. Великолепный пианист, который играет Рахманинова с оркестром у нас в оперном театре. Шура, спасибо, что ты пришла. Да. Да, Натюн. Ну, раз уж Шура. У нее только недавно, кстати, было день рождения в июне. 100 лет я ее не играл на Да, фортепиано. кстати, Вадим за роялем! 1-8. Да. Я бы тебе подыграл, да пальцы... Шура, ты там подпевай тоже там, да? Надо было ее за рояль посадить. Нет, пусть Вадим сидит. Сейчас она начнет там свои рулады. На темный ряд домов лишь одинокий свет в окне. Стив Вандер. И стук моих шагов звучит в полночной тишине. По этой мостовой вдоль этих скверов до утра бродили мы с тобой, и это было как вчера. Как жаль, но ты сегодня не со мной. И только каждый раз, когда иду по этой мостовой, я думаю о нас, я думаю о нас. Все так же, как тогда, такой же мягкий лунный свет.
вода. И без тебя со мною нет. Как жаль, но ты сегодня не со мной. И только каждый раз, когда иду по этой мостовой, я думаю о нас. Я думаю о нас. Я думаю. Ну вот, примерно как Шаура, сегодня всем так можно делать и даже подойти в микрофон. Шура, мы эту песню пели последний раз, я тебя умоляю. 300 лет тому. А это жена Вадима И Закиева. мой первый преподаватель, второй преподаватель по вокалу. Нет, не переподавать, она наш Да, первый да. преподаватель. Не важно. После Вахита Глебовича Эльвира Венеровна Рахимкулова. Ну, это Да. нереально. Вы чё? Что там? Это Индира Ильдусовна сейчас не сыграет, я вам реально. Вы сейчас попросили просто Невозможно? группа Браво спеть Мистер Икс. У нас- Да, зритель, пожалуйста. Микрофон работает? Нет? Здравствуйте. Здрасте. Я хочу всем сказать большое спасибо, что в такое время тяжелое мы все здесь собрались. И хотела бы просить для нашей заведующей, которая собрала нас здесь, весь коллектив, и пригласила сюда Светлану Михайловну спеть песню Олега Митяева «Как здорово сегодня, чтобы все мы собрались». Я Можно? очень... А можно мы другую споем? Сейчас. Мы споем Олега Митяева, но не эту. Договорились? Можно? Ну, пожалуйста. Ну, договорились. Хорошо. А всем спасибо большое. Замечательно. Спасибо вам огромное, что вы такая смелая. Смотрите, первый человек, который подошел. Я что хотел сказать? Что хотел сказать? Я хотел про Кит Масандулаш сказать. Нет. Кит Мясандулаш, это сейчас нереально. Вы что? Ты же знаешь, чтобы Индира Ильдусовна играла, ей ноты нужны. Вахид Галибаевич. А? Да. Сейчас будет песня Олега Митяева. И что ты такое хотел интересное рассказать и забыл совсем. А вы не из 18-й больницы? 17. Детская. Есть, у Олега Митяева есть очень красивая песня. Давайте поаплодируем нашим врачам просто. Браво! Я хотел историю рассказать про вот это, как здорово, что все мы здесь. Вахид Галибаевич, наш педагог, его рассказывал. Вы хотите сами рассказать? Так, на сцене... я не вижу без очков. Мне кажется, Да это нет, да. Вахид Галибаевич сам выходит. Я просто без очков не вижу, они у меня там лежат. Вахид Галибаевич, еще когда мы еще в то время еще даже не учились вокалу, они выступали в тюрьме. Ну, просто вот как бы окультурить места не столь отдаленные. Ну, так вот, Вахид Галибаевич, и какой-то был, кто это был? Неважно, короче, еще один был певец, который тоже там под гитару что-то поет. И все, Вахид Галибаевич спел, там, наверное, Флюра Кильдярова, наверное, да, была? Ну, то есть вся такая, знаете, там, филармония такая еще в те времена мощная. И тут выходит этот мужик, я не знаю, кто это, и он начинает петь «Как здорово, что все мы...» Но все мы знаем, кто, но мы не будем просто говорить вслух. Тенор тоже, кстати. Его, конечно, освистали и заточками закидали. Ну так вот. А есть другая... Мы просто, к сожалению, эту песню почему не поем? Потому что... ну вот так получилось. Но есть у Олега Митяева другая песня, которая тоже нам очень сильно нравится. Кстати, с этой песни у меня началась любовь вообще к песне, в принципе, и как
к артистической жизни, потому что мне было где-то 15 лет, и я пошел на концерт Рамиля Бадамшина. Есть такой замечательный бард у нас. Он еще в то время был очень молодой, мне было 15, 20 лет назад, представляешь? И я пришел к нему на концерт в Белебее. Он сам тоже с Белебея, я с Белебея. И он спел вот эту песню, и я так полюбил вообще вот эту вот сцену, какую музыку, понимаете, гитару. Я же не знал этого ничего, я не учился в музыкальной школе, я не знал, что такое вообще инструменты, концерты и все остальное. Поэтому следующая песня называется «Лето – это маленькая жизнь». Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стал любовался до скончания дня вместе с нашим участковым молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод, я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. А лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках, поросль льдом плывет по лету. А меня нету, а лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме, на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, а я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпью с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. А лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках, поросль льдом плывет по лету. А меня нету, а лето — это маленькая жизнь. И пускай в твоем окне ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил 2 своих ключа, и теперь я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно в прошлой жизни посмотрел видик про разлуку, про твое лето. А лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальша. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. А лето — это маленькая жизнь. Раминочка, господи, собственной персоной. Добрый вечер. Договорились. Сейчас. Подожди, здесь этот, очередь. да. Подожди, Раминочка. Значит, нам пишут, что ковид будет побежден, и мы возродим традиционно встречаться на День медицинского работника. Назначаем встречу, записывайте, кстати, ребят, на 17 июня 2021 Я уже года. записал. Да, Государственная клиническая больница номер 18, Лена Фавзиевна. Лена Фавзиевна, вы здесь, да, вы пришли? Спасибо. А Мы где тоже... вы? Это тоже наша 18-я больница. У них, знаете, они же принимают столько. Давайте поаплодируем им прям вот. Спасибо вам огромное, Лена Фавзиевна. Мы его сейчас прочитаем, но у Рамины прямо вот, прямо в точку. Ой. Специально для Ларисы Григорьевны и для Рамины. Специально. Пойдем, Айгиз, покурим немножко. Так, дольше, да? Ну, давайте попробуем. Мы сохраним эти письма, кстати. Специально для всех и
для Ларисы Григорьевны. У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. И я спешу туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружении лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота нас делает на миг счастливее и моложе. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
Рамис Хакимов. Вадим Закиев Удачи. и Тальков. И Тальков, да. Ну а сейчас, Саш, ты меня слышишь там в рубке? Саш, ты можешь вот такую вот вырубить все и только синюю заливку оставить? Сейчас подождем, сейчас Саш. А нам цветы, а где аплодисменты? Альфияна Ильевна. Альфияна Ильина, наш доктор. Здрасте. Давай поменяем репертуар. Ну вот. Так, мы сейчас прочитаем. Во, заливочка, вот прям замечательно. И вот сейчас я вам рассказывал про наших друзей, которые, да, вот наши близкие, наши джентльмены. И они очень, я знаю, что они будут это просить рано или поздно. А песню «Не для меня». А? Где вы там? Ну, вот, но недавно, из-за того, что мы ее уже уже поем и поем, один раз, я говорю, Рамис, сыграй просто на баяне сыграй, но в таком стиле, чтобы прям пробрало. И я предлагаю послушать «Не для меня». Сейчас. Ну, ты договори, потом я продолжу. Только как играет это Рамис, это восхитительно. Я обычно плачу в эти моменты, когда он это делает. Просто вот мы настолько сблизились с вами, дорогие друзья, что вы не только хорошо знаете наш репертуар, но наши друзья даже знают тональность песен. Какой тональности надо? Правильно, ми бемоль минор. Только ми бемоль и минор. Да. Ну, в целом неплохо. Аплодисменты нашим друзьям. Они знают даже тональность. Человек заканчивал МВД. Поэтому. Так. А еще можно приглушить? Да, ребят, если можно, прям вот микрофоны погромче, это соло баяна, это просто нечто великолепное. Рамис Хакимов. Рамис, еще 2 куплета не мог сыграть. Так, мы к этим... Мне кажется, надо прям... Рамис Хакимов! Вечер добрый. О, вечер добрый. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ильдар. Здравствуйте, Ильдар. Здравствуйте. Ребят, можно кусочек лета, кусочек моря? О, море-море? Да. Оно обязательно будет. Но попозже. Мы вас услышали.
Услышали мы вас. Будет обязательно, обещаю. Мы сейчас к этим запискам вернемся, но чтобы продолжить вот эту вариацию, мы споем ее, потому что нас просто не отпустят, на самом деле, без этой песни, поэтому песня не для меня. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Не для меня цветою сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Не для меня цветуют сады, вдаль алмазными струями, там дева с черными бровями, она растет не для меня, там дева с черными бровями, она растет не для меня. Не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется. Христос воскрес, Иисус польется, пасхальный день не для меня. Христос воскрес, Иисус польется, пасхальный день не для меня. Для меня кусок свинца, он в тело белое вобьется, и слезы горькие польются. Такая жизнь, брат, ждет меня, и слезы горькие польются. Такая жизнь, брат, ждет меня. Спасибо. Спасибо.
Итальянская ассоциация в Республике Башкортостан и школа Белла Италия. Ты слышишь, как я произношу красиво? Белла Италия. Просит вас спеть итальянскую песню «Грация Виамо» по скриптум. И будет ли рождественский концерт венский при свечах в январе? У вас в ассоциации точно будет. И мы тоже там будем. Мы, конечно, постараемся, но сейчас очень тяжело все это просто организовать, на самом деле, с этими пандемиями. Будет итальянская песня, но только чуть позже, хорошо? Обязательно будет, и даже не одна. Вы лучшие, говорят нам. Спасибо. О, я даже знаю, кто это написал. Это Гутова написала. Кто? Альфина Ильина. Руслан, спой, пожалуйста, «Свеча горела на столе». Айгиз, спой, пожалуйста, «Фиалку». Ты разве это поешь? Я не выучился, извини. Да-да-да. Из репертуара Цветы обратно Магомаева. заберите, цветы заберите обратно. Да, уходи, Айгиз. Будет Ну, Магомаев. к следующему Наверное, концерту обязательно будет, но только обещаю. не «Фиалка», но будет. Да. Договорились? Так, Еще есть? Так, «Свеча горела». Давай просто куплетик с припевом попробуем Какой спеть. ты тональности поешь? Ми. Ну, все у нас в ми. Мими. Давайте мими. Она просто врач, я не могу отказать. Мело-мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела, как летом роем машкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора к оконной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещение. И падали два башмачка со стуком на пол. И воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в нежной мгле, седой и бело. Свеча горела на столе, свеча горела. Свеча горела. Спасибо большое. Все-таки так описать любовь, да? Да, этот Руслан я зачитаю. Давай. Подожди. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я не буду заказывать специальную песню, Замечательно. потому что каждая песня из ваших уст услада. Я просто хочу поблагодарить вас от всей души. Мы ваши давние поклонники, были на многих ваших концертах, на вечер Сорренто и рождественские встречи. Это было так душевно, так близко. Вы-то нам действительно стали близкими людьми. И такая отдача от вас. Мы после концерта просто сияем еще долгое-долгое время. Просто хочу сказать вам огромное спасибо. И мы не прощаемся с вами и будем всегда приходить на ваши концерты. Спасибо вам огромное, так приятно. Спасибо. Спасибо огромное вам. Ну вот здесь тоже Ну, очень ради этого приятный, стоит, да, вот Руслан, петь? подожди, одно Я тоже просто зачитаю. думал уже заканчивать как бы с карьерой. Ну, Да-да-да.
Ребята, Я серьезно, в смысле. ребята, не представляете, как мы вас ждем всегда. Позавчера был День матери. Исполните, пожалуйста, какую-нибудь песню для всех мам. Спасибо, Ирина. Для всех мам. Вахид Галибаевич, вы помните эту песню? Помните? Споем? Ну, мы ее акапельно, да, споем? Да, капельно. Вахид Галибаевич, споем? Экспромты пошли. Я вам честно скажу... просто дашь свой микрофон, ладно? Ты эту песню не знаешь просто. Просто мы когда еще были... Вахид Хызыров! Ну какой франт? Ну смотрите, черная рубашка, черный полоток, господи. Элегантный, как рояль. Мы только слова не помним, но мы попробуем исполнить хотя бы какой-нибудь кусочек, да, ведь? Ми минор, дай, пожалуйста. Вы слова начинайте. Я ладно? начну. Я начну, ты начнешь. Начни. Да. Ранним утром лишь глаза открою, вспомню, мама, я твою улыбку, песню колыбельную припомню, золотую сказочную рыбку, песню колыбельную припомню, золотую сказочную рыбку. Я хочу, чтоб горечи боли сердце материнское не знало. Если заставлял тебя я плакать, ты прости, как в юности бывало. Если заставлял тебя я плакать, ты прости, как в юности бывало. Ты прости, как в юности бывало. Мы эту песню пели 15 лет назад. Чего вы? Спасибо огромное. Еще одна роза. Специально. Вахид Хызыров. Спасибо. Народный артист Республики Башкортостан. Дорогие друзья. И наш педагог. Кадрле Тугандар, дорогие друзья, мне так приятно сегодня присутствовать на великолепном концерте великолепных наших ребят при великолепной публике. У нас, дорогие друзья, очень шикарная, красивая, умная, изысканная публика. Похлопайте, пожалуйста, для себя. И еще, знаете, в этом году вот должен был быть мой концерт 16-го в 55 лет, но не смог. Мы в мае его проведем. Но в этом году мне подарок сделали мои вот 3 ребята, что сегодня они выступают все 3 в другом статусе. Все 3 сегодня они заслуженные артисты Республики Башкортостан. Это так приятно. Браво, ребята! Заметьте, смотрите, стоят 3 скорпиона. 14 ноября, 16 и 21. А ты... А поэтому овны бессмертные, видишь. Спасибо. С юбилеем вас, Вахид Галибаевич, с прошедшим. Вахид Хызыров. Ну, что, вернемся, так сказать, к программе. Но мы вот это обязательно споем, все, что здесь есть. И сейчас мы хотим опять на сцену пригласить нашу великолепнейшую. Мы вот эти букеты сейчас заберем, чтобы не мешали. Да, забери, пожалуйста. Сейчас, так как у нас Айгиз уже отдохнул, да, Айгиз? И сейчас он исполнит то, что очень любят наши друзья. Кышкы романс. Рим Хасанов.
На сцене народная артистка Республики Башкортостан Индира Асадуллина. Башкараманс. Ақты ташы, ақты ярғы, қарғыдары. Шүлдір инде язын ташып ярғыдары. Ақты біздің қар үстінде қалған іздер. Ақты илап екен бірге қалған іздер. Ağışları yine mine ağışları yine mine şatlığıyla yoğaltı tabışları yine mine ağışları. Yazar kile, yazar kite Udar ağa Aydar ağa, yıldar ağa Udar ağa Aydardın da, udardın da Yıldardın da Ağışından izler Hala izler kola İnğümür ağışları İnimine ağışların İnimine şatlık ile Yuhaldı tabışları İnmine ağışları. Bına indi dağın yerge karlar yağar. Biten ime tungan tüslü kar astında. Aydar ağa, yıldar ağa, künder ağa. Yine kürem aydar, yıldar karşında. İnğümür ağışları İnimine ağışların İnimine şatlık ile Yuhaltı tabışları İnmine ağışların İnmine ağışların. Спасибо большое. Народная артистка Республики Башкортостан Индира Асадуллина. Рамис Хакимов. Не устали? Нет? У нас просто антракта нет. Впрочем, программа сегодня короткая. Ну, скоро уже заканчиваем, поэтому... Ну, пора уже, наверное, что-то повеселее, да? Давайте. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали меркали огоньки. Эх, как
куда же мне теперь за вами? Душу бы развеять от тоски. Дорогая длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Лай-л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 ай. И с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучили меня. Да, выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так уж эти ночи отошли. Дорогая длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Лай-л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 ай. И с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучили меня. Вдаль родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно. Вместе. Дорогая длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. И с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Айгизханов! Булат пришел, Булат. Так. Здравствуйте. Меня зовут Гузель, мы с вами немножко знакомы. Я хочу сказать, что сегодня я сейчас счастлива. Счастлива от того, что оказалась на вашем концерте. Хочу поблагодарить вас за ваш репертуар, который вы выбрали, за ваши голоса, потому что они пробирают до мурашек. И не только здесь в зале. Здесь в зале вообще новые ощущения и такие, которые, наверное, запомнятся навсегда. Я просто хочу поделиться, потому что обратная связь, она, наверное, вам тоже важна. Точно, да. Дома я пою вместе с вами. То есть я включаю вас и ору, наверное, соседи слышат. Вот. И хочу
поблагодарить вас за то, что вы добрые, отзывчивые и когда-то поддержали мою дочь. Она участвовала в конкурсе «Мисс Да-да, я вот, кстати, хотел Башкортостан». сказать. Да. Мисс, кто она сейчас? А? Мисс Башкортостана она? Тогда она была «Мисс Башкортостан» А сейчас? 2017. Ваша поддержка. Она ездила в Индию, «Мисс Азия» 2017. Мисс Азия 2017, ее дочь, представляете? Дочь моя, да. Вот, поэтому я хочу сказать то, что вы отзывчивые, добрые, классно, что вы дружите всегда, чтобы мы всегда могли попасть на ваш концерт, и чтобы семьи были крепкие. Спасибо. Спасибо Спасибо, вам. Гузель, огромное. Спасибо. Ну а теперь специально для ассоциации итальянской. Ассоциации. Да. Специально для вас. Quando l'amore diventa poesia. Да я понтанусь, как я красиво разговариваю по-итальянски. Io canto il mio amore per te, questa nota diventi a poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia, non ti chiederò mai perché da me sei andata via, per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io canto la tristezza anche in me, questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se oramai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mia. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, io ti amo. Спасибо. Индира Садулина. Получилось, нет? Ассоциация, где вы сидите? Что, много было? Акцента много было? Правильно пели? Ну, милиграция. Ну, тогда слушайте еще раз. Здесь точно будут косяки. Penso che sogni così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi improvviso veniva dal vento rapito, ne incominciavo a volare dal cielo infinito. Di
ricorderò ancora di sì, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Poi improvviso veniva dal vento rapito, ne comincia a volare dal cielo infinito. Oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Felice di stare lassù, nel blu, dipinto di blu. Ну как эти руки? Индира Садулина, Вадим Закиев, Рамис Хакимов, Айгиз Ханов. Руслан Сайфудинов. Спасибо. А Спасибо. сейчас обещанная Магомаева. А, нет? Хорошо, хорошо, чуть позже, хорошо. Вы поете. Смотрите, выбираем, что поем, «Очи черные» или «Главное, ребята, сердцем не стареть». Легко хотел отделаться-то, я так понимаю. Не, давайте что-то одно. Давайте проголосуем. Главное, ребята, все, старшее поколение врачи сказали, главное, ребята, все. Не уходи, не уходи, будешь Смотри, смотреть, он просто петь там припев. не поет. Ну все, понятно с тобой. Ну ладно. Да, действительно. Главное, сердце не стареть, да, Вадим? Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету нам в таежный несколько часов. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Сам народный артист Республики Башкортостан Вахид Галибаевич Хызыров.
подпел нам. Спасибо. Спасибо, друзья. Хызыров! И я не выдержал, вышел, потому что сегодня аккомпанирует, как всегда, народная артистка нашей республики, выдающийся наш аккомпаниатор, выдающийся наш музыкант с огромной буквы, выдающийся человек Индира Асадуллина. Спасибо ей. Ну а сейчас по просьбам зрителей. Не, синяя вечность. Опять халтурить пошел. А? Вам чай поставить? Я сейчас чай пойду. Так, я так понимаю, у нас единственная минусовка сегодня будет, да? Да, наверное. Исключение. Синяя вечность. Врасплох, да, ребят? Чуть погромче. Минусовка. Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробуди. В сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. С собой, о, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой, с собой, с собой возьми, с Спасибо. Ребята, вы довольны? Дурахмат, спасибо. Ну все. Ну, на этом все. Все, да, все. Но в заключение понятное дело, что как надо классически вот закончить наш, да, как эти концерты. Да? Поэтому Китмасан Ну, только Дулаш, да? пусть... Нет, это я про... Про другую. Про другую. Да. Ну, надо, чтобы зал все-таки попил, да? Да. Зал. Я тоже Они так думаю. только распелись. Они только И, распелись. по-моему, домой даже не хотят тут. Да. А вы, ребята, поняли, да, о чем мы, да? Нет? А вы пока наливайте там потихонечку. Пока втихаря сидите. Ну и... Вадим. Ну вот, давай, чекали мы, чекали ставьте. перед концертом. Поняли, да? Угу. Все, поехали. Ты неси меня, река. Можно включить фонарики. А то вас не видно. Берега. Где поля
поля мои поля. Ой, где леса? Где леса мои леса? Ты неси меня, река, да в родные мне места. Олимпийский! Где живет моя краса? Голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. За туманом огонек, как же он еще далек, ой, далек. Ты мне, ветер, помоги, да милую весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Эх, проглядела вновь глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. За крутые берега, голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. Спасибо! Спасибо всем! Спасибо Для вас огромное. сегодня выступали Рамис Хакимов, народная артистка Республики Башкортостан Индира Асадулина, человек-оркестр, наши любимые ручки. Заслуженный артист. Да подожди! Спасибо большое нашим звукооператорам Вадиму, Раилю, Спасибо, Закиру, ребята. всем, Саша, Свет, спасибо, Милюша, всем огромное спасибо за это оформление. Ильшат. Наш режиссер, если он не выйдет, я обижусь. Ильшат Фахирдинов! Ура! Ильшат, Вот ваш он. выход. Где он? Вот он. А вот он. И вы, наш дорогой зритель, спасибо вам огромное. Низкий поклон. Также спасибо большое нашему руководству. Они нам обеспечили это все. Сделали нам такой прекрасный стол. Спасибо большое Афе Бариевне, нашему директору. Всем огромное-огромное спасибо. И я надеюсь, до скорых встреч. Ура! Победим ковид вместе! Спасибо огромное.